хорошо зимой. Свежий воздух, да, можно снежки играть, снеговика лепить, на санках кататься. Да, мне тоже нравится зимой, потому что зимой Новый год, подарки. А мне не очень, мне холодно. Давайте пойдем в школу. Да, Ну, давай. это очень холодно. Мне нравится лето, там много рыбачишь, играешь, каникулы. Ну да, я согласен. Но лето уже быстро кончается. Сколько месяцев длится лето? Я знаю, лето длится 3 месяца. Июнь, июль, август. А зима длится 6 месяцев. Октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март. А помните то, что Анна Валентиновна нам в уроке окружающего мира сказала то, что В Центральной России, ребята, зима длится всего лишь 3 месяца. А у нас в Якутии целых 6 месяцев. Получается, у нас зима длится дольше, чем в Центральной России, да? зима длиннее лета. Почему? Кто придумал? Я вспомнила, мне бабушка рассказывала. Пойдемте за стол. Бог позвал к себе коня и быка и спросил у них, что сделать длиннее, зиму или лето. Лошадь и бык начали спорить. Лошади хотелось, чтобы длиннее было лето, так как зимой холодно и у лошади мерзли копыта. Бык, наоборот, хотел, чтобы длиннее была зима. Летом, мол, жарко, ноздри у него потеют. Закончился спор ожесточенной дракой. Лошадь лягнула быка в морду и выбила ему все зубы в верхней челюсти. В ответ бык боднул лошадь в живот и намотал на рога ее желчный пузырь. С тех пор у лошади нет желчного пузыря, а у крупного рогатого скота нет верхних передних зубов. В итоге зима у нас длиннее, и олицетворяет ее бык, называемый в народе быком холода.